Он памятник себе воздвиг нерукотворный. Прошло ровно 226 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Гений на все времена, чьи стихи любят и читают на разных языках, в том числе и на абхазском. В Сухуми возложили цветы к памятнику поэта в центре столицы. Сюда пришли многие почитатели творчества Пушкина – поэты, писатели, представители научной интеллигенции, школьники. Далее в ботаническом саду, который основал друг поэта, генерал Николай Раевский, состоялась уже ставшая традиционная литературная встреча. Под сенью 380-летней Кавказской липы любители творчества русского поэта рассказывали о личном восприятии творений Пушкина, читали стихи поэта на русском и абхазском языках. Мероприятие, посвященное памяти великого поэта, было организовано представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с Институтом ботаники и Ассоциацией писателей Абхазии. Наследие Пушкина – это бесценный дар, который мы должны беречь и передавать из поколения в поколение. Его произведения переведены на многие языки мира и продолжают вдохновлять тысячи людей. С праздником, друзья! С Днем русского языка и днем рождения Александра Сергеевича Пушкина! Вот уже 2 века творчество великого мастера продолжает объединять людей независимо от национальности и места проживания. С Пушкина началась не просто новая эпоха русской культуры. В творчество гения оказалось впитано то истинное национальное, что определяло духовную жизнь русского народа. Пушкин сумел подарить такую гамму переживаний, которая живет и заполняет духовный мир человека и сегодня. И этот особо уникальный мир поэзии хочется слышать каждому народу на родном языке. Временный поверенный в делах России в Абхазии Евгений Яковлев зачитал приветственное слово министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Трудно переоценить значение русского языка как одного из столпов, на котором стоит российская цивилизация и весь русский мир. Наш великий и могучий, как его называют, язык, находится в 5 самых распространенных языков в мире. Он широко используется в качестве официального или рабочего языка на международных площадках. Велика его роль в развитии научных, культурных, образовательных обменов, контактов между людьми. День русского языка включен в международный календарь знаменательных дан Организации Объединенных Наций в рамках программы развития многоязычия и культурного разнообразия. Хотел бы еще раз от души поздравить всех, кто любит язык Александра Сергеевича Пушкина, кто вносит свой посильный вклад в его сохранение и распространение за рубежом. Особые слова признательности нашим соотечественникам, сохраняющим неразрывную духовную и языковую связь с исторической родиной, много делающим для сбережения богатейшего культурного исторического наследия русского мира. Вклад пушкинского гения в русскую литературу поистине бесценен. Он не только поднял на недосягаемую высоту ценность простого русского слова и поэтического слога, но и явился основателем нового классического искусства, сравнимого с лучшими образцами мировой эстетики. В условиях динамично развивающегося мира произведения Пушкина остаются такой незыблемой глыбой, которые предостерегают, на мой взгляд, от человеческих ошибок и напоминают еще раз о классике человеческой ценности. Это глубина и красота души, это сила слова. Я очень рад вас всех приветствовать здесь, в столь знаменательный день, День русского языка, День Александра Сергеевича Пушкина. И вот мы каждый год, получается, собираемся здесь, в этом по-настоящему замечательном месте. Оно словно создано для того, чтобы отмечать этот день, и говорим о важности языка, важности литературы, о мировом вкладе русских писателей в всемирную классику. Это всем известный факт. В абхазской литературе имя Пушкина высечено золотыми буквами, а его произведения были переведены на абхазский язык Багратом Шингба, Владимиром Цнария, Мушнила Сурья. Несмотря на то, что поэта нет в живых уже почти 200 лет, интерес к его творчеству не угасает. На литературной встрече поэты Анатолий Лагуа и Гундак Пициня прочитали стихи Пушкина, переведенные ими на абхазский язык. Агурeu чата на умтан, мшклашак шаю агрогозер, варагугровик нархой, ехати умшквахен тазер, шинта кала загюхтой, яниесва апырцрацфязер. Азын зигзымчу япха, харен хажла амчезга,
Цайс изыгрыԥхьагыла, арырԥыза игәыпеидкыла, ҳԥыха ҳақәызҵарц зыӡба, ҳхәышҭаара амца, урҭ ирԥылоит ныҳәачароуп ҳаҳзырԥха. Аҳкәажә леишәацәгьа аԥсра, аҳахь дықәлеит лхаҭа, ара арыхра ду лҭахуп, лнышә жыгала есымша, ҳхышәқәа рысра уи даҿуп, иаҳуеи, иҟаҳҵои уажәшьҭа. Праздничная концертная программа включила в себя костюмированное представление и исполнение романсов с солисткой Абхазской госфилармонии Наны Черкезия. На заре по росистой траве я пойду свежим утром дышать. Пушкин – первый русский писатель мирового значения. И сегодня, в 226-й год со дня рождения поэта, его стихи звучат как-то по-особенному, более значимо. Даже для тех, кто еще мало знаком с творчеством Александра Сергеевича, он все равно самый главный русский поэт. Алика Трапшина, Алгвинджи, Абхазское телевидение.